Раз. Добрый день, уважаемые участники музейного фестиваля. Я очень рада вас сегодня всех приветствовать. Но я понимаю, что у вас сейчас все идет без перерыва, да? Все очень интересно, программа очень насыщенная. Но хотелось бы немножко остановиться о волонтерстве. Особенно для тех, кто часто очень получает, наверное, от нас письма по различной отчетности о работе с волонтерами. Поэтому я сегодня, наверное, скажу в целом только, да, а потом уже, если вы захотите отдельно отработать вопросы по привлечению волонтеров, по различным волонтерским программам, мы, думаю, с вами индивидуально с учреждениями отработаем, ну, в рабочем порядке, да, чтобы не останавливаться на каких-то отдельных моментах. Вы всегда в любое время можете подойти к нам по адресу проспект Ленина, 30, 310 кабинет, и там же мы с вами сможем как раз-таки рассмотреть те проекты, которые уже у вас, возможно, имеются, и как к ним привлечь волонтеров. И, ну, хотелось бы, вот у нас есть такая небольшая презентация для тех, кто, может быть, не в курсе, да, у нас с марта 2019 года существует такое движение очень хорошее, да, волонтеры культуры. Вы, наверное, все видели, там, волонтеры-медики есть, да, волонтеры Победы, кто у нас там еще есть, различные направления, да, и вот у нас в марте 2019 года появились волонтеры культуры. На сегодняшний день, как раз-таки вот по состоянию на 1 июня у нас насчитывается в республике 601 волонтер культуры. Но, опять-таки, я вот как раз-таки хотела заострить на этом внимание, да, как мы все-таки отсчитываем этих волонтеров. Вы все, наверное, прекрасно понимаете, что у нас волонтерство вообще в целом, да, такое разовое бывает, да. Вот сегодня я хочу быть волонтером, а завтра у меня ни времени нету, желание может пропасть, и вообще я поменяла свою сферу деятельности, да. Поэтому говорить вот так, что вот у вас 601 волонтер есть, и где они? Там, вынь да положь, да, вот сегодня у нас там тот же самый субботник или еще что-то будет, да, вот приходите, вас же 600, да, у нас такого не может быть, и у вас такого же не может быть. У нас волонтеры, вот, допустим, привлекаются на какое-то мероприятие, да, сейчас мы по направлениям разберем немножко, и вот как раз-таки, как ведется учет вот этих 600 волонтеров. У нас есть портал добро.ру. И, соответственно, на этом портале у нас все мероприятия должны регистрироваться. То есть вы, как организация, допустим, тот же самый музей, регистрируете себе аккаунт, ну, организацию, и, соответственно, под вашим аккаунтом вы создаете мероприятия, проекты, и на эти мероприятия и проекты вы приглашаете волонтеров. И любой желающий может подать заявку и стать волонтером этого мероприятия. И, соответственно, отсюда и выходит та самая статистика, что, допустим, если я стала волонтером «Ночь в музее», то, соответственно, в следующий раз я уже могу и не стать волонтером этой ночи, да? Соответственно, на какой-то период, на какое-то мероприятие или на какой-то вид работ. И, соответственно, у нас вот так и накапливается волонтерство. То есть сегодня я волонтер культуры, завтра я волонтер-медик. И, соответственно, но в любом случае регистрация этих мероприятий, регистрация самих волонтеров, она действительно очень важна. Почему? Потому что как раз-таки у нас строится на основании этой регистрации своя база. То есть вы можете потом в конце увидеть, увидеть общую базу ваших волонтеров. То есть, соответственно, у вас потихонечку на основании ваших созданных мероприятий накапливаются волонтеры. То есть те волонтеры, которые уже готовы оказывать ту или иную помощь именно вашему учреждению. Да? Может, я когда-то там работала в этом музее, или, может быть, когда-то, допустим, связана была как-то с какой-то, может, там, экспозицией и так далее, да, там выставка есть какая-то, связанная с чем-то, да, и поэтому я хочу помогать именно этому музею. Соответственно, таких людей очень много бывает, и вы для них тоже должны создавать какую-то среду.
свою среду, где они смогли бы вам помочь в дальнейшем развивать ваше дело, то есть наше общее дело. Основная, главная цель движения, она все-таки... Куда нажимать, Аина? Стрелочкой, да? Сбоку. Да, основная цель нашего движения – это все-таки сформировать сообщество активных граждан, которые участвуют в волонтерской деятельности именно в учреждениях культуры. И самое главное, вот я всегда говорю, да, нам надо отойти от того, чтобы не считали волонтеров, что они должны где-то там подбирать мусор, да, все время на субботник волонтеры, да, где-то там надо что-то прибрать, там что есть, появляется новое движение эко-волонтеры. Это, может быть, звучит грубо, но пусть они там будут как бы задействованы, да, а у нас свое есть, да, волонтеры культуры, которые как раз-таки, они для чего нужны? Чтобы помочь работникам, учреждениям культуры развиваться, то есть помочь, может какую-то взять на себя часть работы. Очень хороший есть волонтерский опыт в Санкт-Петербурге, да, в музеях. Он как раз-таки волонтерство в музеях, оно началось именно с Санкт-Петербурга, когда вот появились различные квесты, да, когда появилась школа экскурсоводов, школа гидов, когда волонтеров стали привлекать, чтобы они проводили те же экскурсии по городу. Вот один из последних опытов, да, если брать международную практику, есть же в Сеуле дворец Кенбоккун, да, называется, да, вот дворец их императорский, и как раз-таки музейные волонтеры, они каждые выходные ставят такую табличку, номер телефона, и если ты хочешь какую-то экскурсию бесплатную, допустим, да, то волонтер может с тобой пройтись по городу, ты можешь ему позвонить, и он с тобой пройдется. То есть различные формы бывают. И как раз-таки давайте по нашим 5 направлениям пройдемся. Это основное, ну, вообще волонтеры культуры работают по 5 направлениям. Да? 5 основных направлений – это как раз-таки работа с учреждениями культуры, сохранение объектов культурного наследия, социокультурные проекты, развитие туристических маршрутов. И 5 у нас событийное, да, волонтерство. И как раз-таки, если брать отдельно только музейное волонтерство, да, то какие тут мы можем направления взять? Например, событийное. Это как раз-таки та же самая наша любимая ночь музеев, да? То есть волонтеров мы можем привлекать на ночь музеев. Следующее, фондовая, да? Фондовая – это как раз-таки привлечение волонтеров на ту же составление каталогов каких-то, да, перепечатка вот этих карточек. То есть это тоже не обязательно набирать множество волонтеров, да, там по 10, по 20, по 30. Если даже вы на фондовую работу какую-то привлечете одного волонтера, и он уже внесет какую-то лепту, да, окажет вам помощь, и сам морально будет в этом удовлетворен и получит какую-то пользу, это будет уже хорошо, и это уже будет ваша работа с ну, как бы по направлению волонтерства. Следующее, например, экскурсионные, вот как мы тоже сказали, да, не обязательно вот экскурсии проводить внутри музея, да, но можно выходить за рамки уже, да, то есть за пределы, по территории города и так далее. И тоже, конечно, мы все прекрасно знаем, и я как сотрудник министерства тоже, да, вас понимаю прекрасно, штаты у нас не раздутые, у нас один человек занимается и этим, 5-м, 10-м, да, и, соответственно, как раз-таки вот это привлечение, ну, волонтерство, да, и привлечение волонтеров в вашу работу, оно окажет колоссальную помощь. Просто надо правильно подобрать вакансии, да, определить круг тех работ, которые они будут делать. И, соответственно, мы тогда сможем уже многое, ну, как бы выполнить те задачи, которые перед нами ставятся, и, соответственно, и удовлетворить потребности людей, которые хотят нам помочь. Бывает такое, что люди хотят помочь и говорят, я хочу стать волонтером культуры, что мне делать? А я на него смотрю и думаю, ой, что бы тебе, Аня, Саина, хотите там, допустим, да, что-то надо придумать. Ну, вот в таком ракурсе бывает, да, и, соответственно, желание большое есть у людей.
волонтерами культуры могут быть не только вот, как все мы думаем, да, там работники учреждений культуры, это могут быть и врачи, и инженеры, учителя и так далее. И то есть те просто, которые хотят внести какую-то лепту в развитие культуры, да, и, соответственно, вот дальнейшая информационная какая-то работа у вас может быть, экскурсионную мы сказали, еще какие там бывают, фондовые, может быть, что там еще, выставочные, вот, да, как рассказывали сейчас предыдущие, да, если вы организуете какие-то выставки, то, соответственно, вы на эти работы тоже можете привлекать тех же самых волонтеров. То есть это разовые же, да, это не значит, что вот вы Машу, Васю какую-то привлекли, да, один раз на выставку, и потом каждый раз их просите помочь вам, да, а он говорит, ой, я сегодня не могу, а он говорит, какой плохой волонтер, да, один раз помог, а второй раз не хочет, да, ну, его же тоже можно понять, это бесплатная работа, да, он получает только моральное удовлетворение, что внес какую-то пользу, да, и при этом, ну, вы можете его там как-то это... Ну, мы сейчас придумываем, какую нематериальную поддержку мы сможем оказать волонтерам культуры, да, то есть эту работу мы пытаемся проделать, и, соответственно, это будет касаться и всех наших учреждений культуры. Ну и вы со своей стороны тоже. И главное, вы говорите, вы опыт получаете, да, кто же вас запустит в эти фонды, да, у вас вот, вы же получаете не только вот там увидели это все, да, но вы еще соприкоснулись там с экспонатами, это же не каждому дано. Ну, ты как волонтер можешь, да, ну вот надо правильно подать, да, какую пользу, а не так, что вот денежки не даете, нет, не даем. Нет, ну, как бы это, мы не на это же ориентируемся. И он, когда как волонтер, он привлекается, он же тоже понимает, что он за это зарплату получать не будет, да? И, соответственно, надо что-то другое. Одними благодарственными письмами, конечно, далеко тоже не уедешь, сколько у них там бумажек накопится, тоже, но все равно в любом случае возможностей у нас очень много, да, в целом. Но самое главное, под конец я хочу, да, вам сказать, давайте, вот сейчас я... Аина, прости, пожалуйста, до флагманских проектов. Я говорить и тыкать не могу одновременно, оказывается. У нас есть флагманские проекты. Мы в прошлом вообще в целом у волонтеров культуры есть так называемые флагманские проекты. У нас есть идея фикс. Да? Мы тоже хотим, чтобы наш регион был впереди планеты всей. Да? И вот, да, как раз-таки наше движение, ну, как сказать, в кавычках, финансируется, может быть, да, какая-то, может, поддержка оказывается, там, информационная и так далее, да. Есть флагманские проекты. Это те проекты, которые обычные внутри какого-то региона были. Вот там культурный квест, навигатор. Вот в прошлом году, с прошлого года началось тиражирование этих флагманских проектов. В прошлом году у нас в октябре, да, мы навигатор добровольчества провели, у нас как раз-таки прошли обучение волонтерству более 276 участников, и в этом году, вот буквально вчера мы узнали, что Министерство культуры Российской Федерации выбрало наш регион среди 15 регионов на реализацию флагманского проекта волонтеров культуры «Узнай Россию». И мы как раз-таки, ну, скоро начнем эту кампанию и будем на территории нашего региона этот проект реализовывать. Это, конечно, хорошо, когда мы чужие проекты, готовые уже, упакованные, у себя реализуем, да, но хотелось бы, я почему сюда пришла, да, у меня вторая цель была, давайте, объединившись как раз-таки музейным сообществом, может, создадим какой-то отдельный там музей, ну, общий, да, музей, волонтеры музеев, да, какое-то такое музейное сообщество волонтеров, ну, не знаю, да, со своей стороны, со стороны Министерства культуры мы, конечно же, окажем всю возможную поддержку, да, какую можем только сделать, не знаю, да, но все равно без вас, без тех людей, которые непосредственно работают в музеях, без тех людей, которые заинтересованы развивать волонтерство в учреждениях культуры, в музеях конкретно, да, мы ничего не сможем сделать. И, соответственно, все-таки есть такой круг людей, которые хотят что-то делать. И вот мы можем же создать какое-то сообщество, вот это музейное волонтерство, да, как-то объединиться, даже тот же культурный квест, как сделали музеи Санкт-Петербурга, да, сможем вот
у нас же бывают, да, вот уже 2 раза, кажется, были музейные квесты там и так далее, да, ну что-то такое, но может другие есть какие-то идеи. И, соответственно, сделать такой проект, который потом другие регионы смогли бы тиражировать у себя, не только мы, как, да, это берем у кого-то и потом тиражируем. Но хотелось бы попасть тоже вот в список тех регионов, тех проектов флагманских, которые бы потом реализовывались на территории уже других регионов. И это было бы очень классно, это было бы действительно такая, как сказать, было бы, как сказать, подскажите мне, девочки, один. В общем, было бы просто классно, да, когда бы о нас тоже узнали бы, что вот волонтеры там где-то в каком-то городе реализуется проект, который был создан на территории Республики Саха-Якутия. Вот такие вот проекты. Вот как раз проект медиа-волонтерства «Узнай Россию». Вот этот проект мы будем у себя реализовывать. Это для чего делается проект? Чтобы о нас, о нашей республике, о наших уголках, населенных пунктах узнали во всей России. Не только в России, но и за рубежом. Он как раз включает в себя очень много стран. И вот этот проект мы будем реализовывать. Вот вкратце так, а дальше по рабочим моментам, по отдельной встрече, когда мы отдельно тоже соберемся и обсудим кое-какие те проекты, которые уже на сегодняшний день у нас реализуются в наших музеях. Всем спасибо. Спасибо, Ирина Петровна. Есть так вопрос первый. Да, вы слышно, да? Да, вы можете привлекать волонтеров на такие проекты, и, соответственно, вы все равно же, допустим, даже если это коммерческий проект, вы же эти средства, полученные от него же, пускаете не на какие-то там развлечения. Я как знаю у вас, да, лично, они же идут на реализацию этого же и проекта. В большинстве случаев бывает, да, и, соответственно, да, действительно, такой вопрос постоянно ставился, можем ли мы привлекать? Да, можем, поэтому вы спокойно можете, потому что если вы не привлечете волонтеров, то все равно кто-то из учреждения культуры же будет этим заниматься, да, то есть тот же работник на, как сказать, на зарплате или на бесплатной основе. Но, соответственно, волонтеры, они, вы, соответственно, когда выставляете вот такие вакансии, да, привлекаете волонтеров, вы должны обязательно на портале открывать вакансии. То есть человек, который будет подавать заявку, он уже будет знать, на что, какой проект и так далее. Допустим, если он посчитает, что нет, я не буду на этом участвовать, потому что они собирают денежку, а потом бесплатно меня привлекают, то это человек сам решает. То есть, ну, обычно у нас на такое волонтеры привлекаются. Поэтому вы должны вакансии, вы на такое не заставите никого пойти, да? То есть вы только открыв вакансии и предложив, что у вас, вы открываете набор, только в том случае вы сможете официально считать их волонтерами. Да? Система поощрения, да, вы можете, если у вас нету своей системы поощрения, как, например, если ваши волонтеры, допустим, могут посещать ваши выставочные залы, ваш музей бесплатно, вы можете договориться с другими музеями, допустим, или отдельно, если хотите, можете договориться с каким-нибудь тем же кинотеатром, да, или театром, что именно ваш волонтер музея, он будет посещать там те или иные спектакли и так далее, там, со скидкой или, может быть, бесплатно. Но сейчас, на сегодняшний день, мы разрабатываем карту. Мы ее с прошлого года начали разрабатывать в тестовом режиме, уже даже запускали. И, соответственно, эта карта позволит там получать какие-то скидки, может быть, куда-то волонтеры смогут бесплатно
пройти куда-нибудь, да, или что-то получить. А так, конечно, самое главное, то, что они получают, это, ну, не материально, не моральное удовлетворение, а скорее тот опыт, да, и возможность, как сказать, Реализовать. да, реализовать себя, попробовать. Мы же говорим, что они не постоянные. Он, допустим, сегодня есть, завтра его не будет. Допустим, если ему сейчас, на сегодняшний день важно, допустим, узнать что-то, да, вот поработав в этой сфере, он что-то для себя же, он просто так же не придет, значит, ему что-то надо, да, не обязательно ему деньги нужны будут. Вот на это надо. И поэтому каждый раз индивидуально проходит. Есть дальше вопросы? Обязательно подходите к Ирине Петровне, потому что сейчас это очень популярное, да, движение во всем мире. И мы только начинаем как бы обороты, да, и мне кажется, если правильно расставлять приоритеты, заполнять вот этот портал, да, и донести до своих волонтеров, что это плюс 1 000 000 очков в карме, а не благодарственное письмо, ну и плюшки какие-то музейные, да, тогда было бы вообще супер, потому что, да, всегда руки, ног всегда не хватает. Да, хотелось бы сказать, да, особенно для школьников, да, вы, наверное, знаете или нет, да, но с прошлого года у нас некоторые высшие учебные заведения при поступлении волонтерам добавляют от 1 до 7 баллов дополнительно. То есть это для школьников очень хорошая такая... Бывает же, да, вот тебе не хватило 3 балла для поступления на бюджетное место. Обидно же, да? А если у тебя есть волонтерские часы, волонтерская книжка, это тебе дополнительные баллы будут. Тоже очень хорошо. И как раз-таки привлекать вот школьник. У нас по закону о волонтерстве с 14 лет же, да? И, соответственно, вот этот очень хороший такой контингент, который сможет тоже оказать достаточно хорошую поддержку и вам. То есть волонтеров не надо бояться. Многие вот наши учреждения культуры, ой, он придет, все испортит, а что я ему дам? Ой, нет, такого не надо нам, да? То есть его учить еще надо, лучше, ну, такой, надо вот этот барьер убрать, да? Он такой же человек, да? Вот как вы примите же человека на работу, да? Он же тоже пришел, может, многого не знает, да? Волонтер то же самое же. И, соответственно, вы ему тоже такую серьезную работу же не будете давать, какую-то техническую, там, это, да, лучше один раз научить, зато он будет к вам приходить, там, наказывать какую-то, и вы разгрузитесь тоже, это, как бы, с этой точки зрения. Не надо их бояться, да, надо вот этот барьер убрать. И второй барьер, конечно, да, это, что волонтеры не только те, которые мусор убирают, да, а у них еще другое предназначение, ну, разные есть направления. Давайте поблагодарим Ирину Петровну, и я хочу от имени вашего руководителя Юрия Степановича Куприянова, Министерства культуры, вручить благодарственное письмо за распространение опыта. Вы украсили наш фестиваль, и давайте продолжать сотрудничать и развивать волонтерское движение. Спасибо.